Третий тур иммунизации подошел к концу еще пару дней назад. Несмотря на это, юные пациенты все так же активно проходят вакцинопрофилактику. Фариза Нальгиева сегодня привела 3 сыновей. Для женщины это обычная плановая прививка, которую делали всем еще в советское время. Поэтому никакого страха нет. Наоборот, женщина рада, что есть возможность обезопасить своих детей. 3 прививки, по-моему, мы делали до этого. Сейчас сделали живую вакцину. Я не считаю, что такое страшное дело, что эту прививку сделать. Вроде бы ребенок более защищенный. По словам врачей, третий тур прошел значительно лучше, чем первые 2. Из всего детского населения Назрановского района удалось провакцинировать больше половины, что очень хорошо для предотвращения распространения вируса. Важную роль сыграли и разъяснительные беседы с родителями. Им объяснили, насколько опасен полиомиелит, который может стать причиной инвалидности из-за тяжелых параличей. Также, какая вакцина в каких случаях используется. Многие задаются вопросом, будут ли делать живую вакцину, не делая инактивированную, неживую. Никогда в жизни такое не делают. В любом случае ребеночка в первую очередь обследуют, далее делают неживую инактивированную, и только после этого, опять же, соблюдая интервал в 30-35 дней, делают живую. Первыми симптомами полиовируса являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота и боли в конечностях. Заразиться можно абсолютно легко и незаметно. Вирус передается от человека к человеку. Болеют в основном дети до 5 лет. Он может передаться и контактно-бытовым путем. То есть это как получается? Допустим, зараженный, он выдыхает это носоглоточное содержимое, чихает, кашляет. Это содержимое оседает в воздухе, потом уже оседает на окружающих предметах. Эти окружающие предметы трогает здоровый человек. Далее он прикасается к своему рту, глазам, то есть получается к слизистым, и в дальнейшем может произойти заражение. Для привитого значительно снижается риск заражения опасным заболеванием. Однако при проведении прививки оральной полиомиелитной вакциной в окружающую среду начинает поступать значительное количество вирусов. Даже при идеальном соблюдении санитарных правил избежать вирусных выделений очень трудно. Это создает условия для их циркуляции и, возможно, заражения непривитых. В связи с этим посещать школьные и дошкольные учреждения таким детям не рекомендуется. Это делается в плане, чтобы обезопасить этих же детишек, непривитых. Почему? Потому что те же дети, которые привиты живой вакциной, они в течение почти 2 месяцев выделяют этот вирус, полиовирус, вместе с носоглоточным содержимым и вместе с фекалиями. Поэтому непривитые, они в любом случае должны немного дома отсидеть этот период. Врачи в очередной раз просят родителей ответственнее относиться к здоровью своих детей. Также напоминают, прививки от полиомиелита необходимы. Это единственное средство, которое может защитить от коварного вируса. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.